Следственный комитет начал проверку после эфира на Первом канале. Наши коллеги представили общественности историю юного жителя поселка Жешер Усть-Вымского района. После смерти мамы опеку над ним взял родной дядя, однако спустя несколько лет бабушка обвинила его супругу в плохом отношении к ребенку. В результате органы опеки отстранили мужчину от исполнения обязанностей опекуна, и теперь маленький Витя в детском доме. Детали семейной драмы представит Ксения Лосева. После смерти мамы опеку над осиротевшим Витей изначально взял его родной дядя. Такое решение тогда поддержали все родственники. Казалось, новая семья сможет стать родной, и ребенок будет окружен заботой и любовью. Надежда на возможное счастливое будущее обрушилась этим летом, когда бабушка стала невольным свидетелем внутреннего конфликта. Она говорит: ты меня еще будешь перечить таким грозным басом. И она, значит, таким махом прямо ему как ударит. А я вот в этом месте была, вот здесь стояла. Я подбегаю: ты что делаешь? Ты говорю: Леночка, что ты? Ты зачем его обижаешь? Ты что? У ребенка стала истерика. И она размахивается второй раз. Я в это время здесь была, хватаю руку. Я говорю: ты что делаешь? А? Тебе, я говорю, не стыдно с ребенком? Я говорю. По словам родственников, жена Сергея Шустова, главы семейства, и раньше позволяла себе грубо обращаться с ребенком. Однако в этот раз она перешла черту. Обеспокоенная бабушка тут же обратилась в полицию. Проверка, написанная в ее заявлении, не подтвердила, однако мужчину все же отстранили от исполнения обязанностей опекуна, а мальчика забрали в детский дом. Впрочем, внимание правоохранителей привлек другой момент. Оказалось, полученную компенсацию за ребенка – это 1 000 000 рублей, а также ежемесячные выплаты опекун тратил не по назначению. До этого конца года. Деньги у сироты. Давали ребенка. Потому что ты украл. Да вот пенсия по потере кормильца. Вы открыли ребенку счет и складываете всю пенсию туда? Нет, сейчас нет. А сколько у него есть накоплений за это время? У Сейчас ребенка? есть накопление. Сколько? Ну, небольшое. Сколько? Небольшое. Сколько? Сумму? Точно не знаю. Счет положил, я А туда знаете, больше почему не вы трогаю. не знаете, Почему? уважаемый Сергей? Потому что вы потратили эти деньги. История о человеческом равнодушии и корысти поразила до глубины души не только сидящих в зале, но и всех телезрителей. А еще заинтересовала следственные органы. По озвученным в эфире федерального телевизионного канала фактам возможного жестокого обращения с мальчиком и хищения денежных средств, полученных бывшим опекуном ребенка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Законность действия опекуна теперь оценит Следственный комитет, но главное, как говорят сами родственники, сейчас вернуть маленького Витю в семью. О готовности взять его под опеку, помимо дяди, который, к слову, полностью отрицает свою вину, также заявили бабушка, ее племянница и даже родной отец мальчика. Ксения Лосева, телеканал Юрка.